Борьба с преступностью или недовольством? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на что направлена политика Душанбе по отношению к населению. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Напряженность в отношении официального Душанбе и населения Акбао не спадает уже второй месяц. Власти говорят о необходимости борьбы с преступностью в регионе. Население и активисты указывают на ущемление своих прав. Чего намерен добиться Центр? На что направлена его политика и к чему может привести? Имя неформальных лидеров из ГБАО в топе новостей таджикских СМИ. Поводом тому послужило признание 2 февраля генерального прокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона о том, что один из активистов бадахшанской молодежи Амридин Алаватшоев экстрадирован в республику и находится в Душанбе. Глава МВД Таджикистана Рамазан Рахимзода в свою очередь заявил, что Алаватшоев добровольно вернулся в страну, где был арестован. Ему предъявлено обвинение в захвате заложника, незаконном лишении свободы и других действиях преступного характера, отмечает чиновник, не указывая конкретных статей Уголовного кодекса. 2 февраля областная прокуратура ГБАО заявила о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям против другого неформального лидера региона Мамадбакира Мамадбакирова. Его обвинили в избиении главы областного управления Лутфула Наврузова. 3 и 4 февраля по государственному телевидению ТВ Бадахшан показали выступления жителей Ванжского и Дарвазского районов, которые призвали правоохранительные органы принять соответствующие меры против Мамадбакирова. Активная фаза противостояния между центральной властью и недовольным населением Акбао продолжается уже 2 месяца. Рупором власти выступают государственные служащие и бюджетники, выступающие по региональному телевидению Бадахшан. Недовольные активисты выражают свою позицию через социальные сети, хотя более 2 месяцев в ГБАО отсутствует доступ к интернету. 2 месяца, как люди буквально стоят на ушах днем и ночью, думая о том, что опять прольется кровь. По телевидению регион называют чуть ли не самым криминальным, а людей приравнивают к экстремистам и членам ОПГ. Хотя до конца ноября 2021 года, пока не был убит Гулбидин Зиобеков и люди не вышли на митинги, эти оценки не звучали. Складывается впечатление, что власти создают информационный повод для оправдания будущих силовых операций, говорит житель Харога Расул. Портал Сабар Азия пишет, что из-за информационной кампании властей в ГБАО растет раскол в обществе. Выступающие подвергаются травле со стороны близких, а госслужащие массово увольняются. Однако подтвердить информацию о массовом увольнении не предоставляется возможным, поскольку областная администрация не отвечает на звонки журналистов. А как вы относитесь к такому отношению властей к жителям ГБАО? Это справедливо с их стороны? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Нестабильность в ГБАО и напряженность между населением и силовиками продолжается почти 10 лет. С октября 2018 года на территории ГБАО действует межведомственный штаб по обеспечению безопасности и правопорядка, который был создан после критики Мамали Рахмона, связанной с криминальной обстановкой в области. Тогда президент призвал силовиков при необходимости использовать армию в борьбе с преступниками. С этого времени интенсивность конфликтов между силовиками и населением даже участилась. Алим Шерзамонов, заместитель председателя запрещенного в Таджикистане Национального альянса и выходец из Харога, отмечает, что власти ведут планомерную политику против нелояльного региона. Власть настроила эту государственную машину против целой области. Людям на местах поставили задачу, и они не намерены останавливаться. Каждый желает себя проявить, не думая о последствиях. Харог и регион в целом хотят сделать таким, чтобы любой рядовой сотрудник мог чувствовать себя уверенно, в том числе в коррупционных воросах, полагает Шерзамонов. Компанию жителей Дарвазского и Ванжского районов политик связывает с попыткой властей напугать протестующую часть населения, с тем, чтобы сбавить их натиск в отношении власти. Ранее глава области Алишер Мирзанабот во время очередного заседания администрации области отметил, что преступления совершаются везде, но только в ГБАО и в Хароге преступные группировки оказывают давление на местную власть. Между тем, география протеста с 2012 года существенно расширилась. Если ранее недовольство ограничивалось населением Харога, то постепенно туда начали вовлекаться Рушанский, Шугнанский и Рошткалинский районы. Политический обозреватель Марат Мамадшоев, указывая на ситуацию, отмечает, что у власти отсутствует четкая стратегия по отношению к ГБАО, и ее действия носят ситуативный характер. Мы наблюдаем разновекторность этой политики, когда руководство говорит одно, а силовики в своем стремлении показать незаменимость делают совершенно другое, говорит эксперт. По его словам, ситуация сохраняется относительно стабильной только потому, что пока внешние игроки слабо интересуются регионом, но если такая тактика продолжится и появятся такие стороны, то последствия могут оказаться непредсказуемы. Эксперт по Центральной Азии Эдвард Лимон не исключает возможности беспорядка в регионе в будущем, если власти продолжат применять
принять репрессивные меры для задержания обвиняемых оппозиционных правительству. Он говорит, что после ноябрьских протестов Душанбе отказывается восстанавливать доступ в интернет, демонтировать военные блокпосты или расследовать то, что произошло на фоне насилия и большого числа смертей. Возможно, мы увидим возобновление конфликта в Хароге и его окрестностях, предупреждает эксперт. Между тем, Виола фон Крамон, член Европарламента, которая интересуется регионом, в интервью влиятельному британскому изданию заявила, что ЕС рассматривает возможность запроса о предоставлении информации по ноябрьским событиям в Гвбао. Автократическое правление в Таджикистане и отсутствие законности накаляют межэтническую напряженность. Применение чрезмерной силы и расстрел протестующих, даже если они бросали камни, недопустимо и способствует усилению насилия. Эти события необходимо срочно расследовать и привлечь к ответственности всех, кто превысил свои полномочия, сказала член Европарламента. Также, по словам этой дамы, ЕС рассматривает расследование и резолюцию по ноябрьским событиям, которые могут иметь серьезные последствия для Рахмона. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.